нас в Якутии работают две территории опережающего развития. Это Южная Якутия и Кангаласы. Что касается Южной Якутии, это большой проект в области добычи угля. Объем инвестиций осуществленных уже около 36 миллиардов рублей. По сути дела, этот проект дал вторую жизнь поселку Нюрнберг. Мы проект хорошо знаем, поддерживаем и реализуется он эффективно. Что касается тура Кангаласы, то этот тур сегодня включает в основном небольшие проекты, постепенно расширяется. Сегодня мы послушали два новых проекта, которые руководство Якутии предлагает включить в границы тура, в том числе строительство верфи для речных судов. Мы тоже это предложение будем поддерживать. Также Александр Сергеевич предложил переименовать тур, что он у нас такой получается всепрофильный, поэтому он уже вышел за пределы Кангаласов, предлагаем его назвать Якутия. Но это их должно быть решение, если они считают, что это целесообразно, конечно, мы согласимся. Кроме того, мы посмотрели и вообще вопросы управления территориями опережающего развития, потому что, как все в жизни, этот процесс надо совершенствовать. На сегодняшний день, мне кажется, мы перешли к тому этапу, когда управление строительством инфраструктуры надо передавать на региональный уровень. У нас сегодня в территориях опережающего развития в свободном порту реализуется более 2000 проектов. Вот когда мы только начинали, их было там 10, 50, то, конечно, можно этим управлять из площадки Министерства по развитию Дальнего Востока. Когда это 2000, это уже становится нерациональным. Поэтому в каждом субъекте Российской Федерации создана собственная корпорация развития. Под контролем и надзором губернаторов, на мой взгляд, они могут осуществлять эту работу. Я дал 2 недели Минвостоку на то, чтобы они проработали это предложение, но думаю, что мы все-таки пойдем по пути децентрализации строительства. Здесь на месте и проще подобрать подрядчиков, и эффективнее за ними следить, контролировать, чтобы все было в порядке. Мы сегодня предложили ряд проектов, которые вот сейчас Юрий Петрович затронул. Эти проекты связаны вот со строительством Жатайской судоверфи, это строительство круглогодичного детского лагеря здесь у нас под Якутском в Табаге и вопросы развития транспортно-логистического центра в Нижнем Бестяхе. Это все требует определенных решений на уровне правительства Российской Федерации. Мы предложение вот Юрий Петрович сегодня озвучили, вынесли свои аргументы, и мы надеемся, что такое решение будет принято. И тур Кангаласы, а мы его на самом деле предлагаем уже переименовать в тур Якутия, уже будет пространственно затрагивать уже территории нескольких муниципальных образований нашей республики. Для того, чтобы люди хотели на Дальний Восток приехать и хотели здесь остаться жить, рабочих мест, только рабочих мест недостаточно. Нужны еще и условия жизни. Мы этим начали заниматься не так давно, 2 года назад, но у нас сейчас реализуется программа социального развития Центров экономического роста, где вкладывается 93 миллиарда рублей в течение 3 лет. В каждом регионе идет работа. И этого тоже пока недостаточно. Надо понимать, что территория огромная. На мой взгляд, я бы сказал так, вот то, что делается сегодня, не делалось никогда на протяжении последних нескольких десятков лет. Но и этого пока не хватает. Надо добавлять новые формы. Мы это прекрасно понимаем. Эти предложения зашиты в проект национальной программы развития Дальнего Востока. Работа по ней идет. Самый главный вопрос там, естественно, финансирование, потому что если мы говорим о повышении качества жизни по всем направлениям, если мы говорим о том, чтобы на Дальнем Востоке была медицина, образование, дороги, как минимум не хуже, чем в европейской части территории России, на это надо существенное количество времени и достаточно большие деньги. Правительство этим занимается, мы обязательно вам будем рассказывать, как у нас дела. Вот, а что касается комфортной городской среды? Вы знаете, что касается комфортной городской среды, мне кажется, что мы в начале пути.
мне не кажется, что мы уже много чего добились. Если вы говорите сейчас о вопросах, связанных с контролем за источниками энергии, скажем, за системами связи, то все это мы сейчас посмотрели, все это существует, и датчики можно поставить, и контролировать это все можно. Но если мы говорим о комфорте городской среды, это ведь не только умный дом, и не столько умный дом. Это прежде всего красивый город, красивая архитектура, архитектура, вписанная в ландшафты, а не просто, так сказать, насаженная квадратно-гнездовым способом. Это большие придомовые территории. У нас дома строятся так, что тень от одних домов перекрывает окна других. Так не должно происходить. На Дальнем Востоке места много. Это 40% территории страны. Надо строить так, чтобы людям жить было действительно комфортно. Для этого потребуется немножко больше денег, потому что понятно, что когда дома строишь рядом, то меньше расходы на инфраструктуру. Но нам же надо переходить, мы только что говорили о том, что нам надо создавать такие условия, чтобы людям хотелось здесь жить. Значит, и города надо создавать новые. Пока это довольно больная тема. Архитектурой в России, мне кажется, можно и нужно заниматься намного больше.